Плохие дороги, слабый интернет и некачественная вода. Жители пригородных поселков Якутска озвучили свои проблемы чиновникам. Нарушение речи, частичный или полный паралич и другие последствия. Уже сейчас жители республики могут пройти вакцинацию от клещевого энцефалита. В Якутии выведут улучшенный вид местного картофеля. Каковы первые результаты работы якутских аграриев? В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. На стартовый комплекс на космодроме Байконур установили ракету «Союз-ФГ». Она доставит на МКС Алексея Овчинникова и Ника Хейга, которые не смогли туда попасть в октябре из-за аварии носителя. Подробнее расскажет Артем Сторонов. Ракета-носитель «Союз-ФГ», которая выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-12», установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур в Казахстане. Старт аппарата намечен на 14 марта. «Союз МС-12» доставит на Международную космическую станцию новый экипаж российского космонавта Алексея Овчиннина и астронавтов НАСА Ника Хейга и Кристину Кох. Полет пройдет по короткой 6-часовой схеме. Овчиннин и Хейг должны были отправиться на МКС еще в октябре, но ракета-носитель потерпела аварию через 2 минуты после старта. Экипаж сумел благополучно эвакуироваться и не пострадал. Согласно результатам расследования Роскосмоса, причиной катастрофы стало непреднамеренное повреждение части первой ступени ракеты во время сборки на Земле. Жители пригородных поселков Якутска недовольны состоянием и освещением дорог, нехваткой земель, качеством питьевой воды и слабым интернетом. Эти и другие жалобы они озвучили в ходе ежегодного отчета правительства Якутии перед населением. Тему продолжит Александр Зубехин. В прошлом году разрушительный паводок сильно размыл береговую линию у села Хатасы. С приближением очередного половодья жители уже бьют тревогу. Единственную дорогу скоро смоет в обрыв. Также под угрозой несколько домов. Некоторые уже потеряли часть своего земельного участка. Нам, как говорится, привезли чуть-чуть мусора, да, чуть-чуть укрепили берег, ну там камнями, да, и все. Но если в этом году опять паводок такой же будет, это будет... Мне будет только на лодках перемещаться. Вы представляете, если летность всей своей массой рухнет туда, тогда уже будет поздно что-либо делать. Люди просто там бунт поднимут. Власти республики заверили, что берегоукрепительные работы, безусловно, будут проведены. Проведение берегоукрепительных работ в районе села Хатасы было рекомендовано в текущем году администрации городского округа города Якутска разработать проектно-сметную документацию по проведению превентивных работ. Работы будут начаты в текущем году, я имею в виду разработка проектно-сметной документации, и по их завершении будет решаться вопрос начала строительства этих объектов. Очередная острая проблема – нехватка земельных участков и проблема с оформлением документов. Жители жалуются, что каждый год новые изменения в законе, а специалисты не предоставляют должных консультаций. Чтобы он сделать какой-то документ, он может бегать годами и эти документы не сделать. Поэтому целенаправленно, даже по этому ГА и по всем этим новым изменениям должны быть дополнительные специалисты и услуги. Кроме того, жители беспокоит отсутствие освещения на дорогах. Эта дорога резко поворачивается или направо, или налево. И тут никаких знаков нету, даже освещения нету. Понимаете, очень страшно ехать, особенно когда темно или туман. Хотелось бы, чтобы там какие-то знаки были и освещение. По второстепенным улицам очень темно и опасно, особенно детям, которые учатся во вторую смену. С этим вопросом чиновники обещали разобраться в ближайшее время. Есть план уже конкретно на 6 лет. Мы совместно с администрацией города Якутска разработали. Это с 19 по 24 год. Там часть денег с дорожного фонда с республики, часть федерального бюджета и часть денег с администрации, с местного бюджета. И вот этот участок, он стоит согласно этому плану в 2020 году. То
То есть там будет проведена ремонтная работа в 2020 году. И плюс еще одна улица в самих Хатасах тоже в 2020 году. Также на встрече с жителями пригородов обсудили вопросы реализации указа главы о стратегических направлениях развития сельского хозяйства. Отмечена преемственность курса и безусловная поддержка аграрной отрасли как основу экономики якутского села. Якутск занимается формированием агропромышленного пояса, который должен обеспечить город экологически чистой местной продукцией. Александр Зубехин, Георгий Григорьев, Якутск. Роспотребнадзор объявил о кампании против кори в России. Напомним, ранее ведомство признало всплеск заболеваемости корью в России, объяснив его завозом инфекций из неблагополучных стран. Эксперты связывают всплеск кори с отсутствием вакцинации, неправильной вакцинацией или отказами от нее. Кампания начнется с 1 апреля и продолжится до 1 октября этого года. Она будет также распространяться на трудовых мигрантов. Работодатели, которые нанимают иностранных работников, должны будут привить их против кори. Также уже сейчас можно привиться от клещевого энцефалита. Частичный или полный паралич – далеко не все последствия от укусов клещей. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Потеря координации движений, нарушение речи, частичный или полный паралич – такими могут быть последствия летнего отдыха в тени деревьев. В Алтанском районе случаи укусов энцефалитного клеща регистрируются ежегодно. В 2018 году по поводу укусов обратилась в медицинские организации 72 человека, в том числе 9 детей. Все были непривитые, поэтому этим людям была проведена экстренная профилактика. Если кровососущий инфицирован, сделать безвредным его укус и предотвратить потерю здоровья можно только с помощью прививки. Весна – оптимальная пора для проведения вакцинации. Цикл включает 2 прививки. Иммунитет вырабатывается через несколько недель. Оптимальная температура для активности клеща – это наружного воздуха плюс 5 градусов. И вот когда устанавливается такая температура, плюс 5, клещ начинает активизироваться. У нас это где-то конец мая, поэтому до 1 июня желательно, чтобы вакцинация у нас в районе была закончена. О кровососущих жители республики узнали сравнительно недавно. Еще пару десятков лет назад в северных лесах клещи не встречались. В общих чертах о потенциальной угрозе и методах безопасности многие знают. Только понаслышке, что там единственное, надо одежда, чтобы была закрытая вся. Обязательной вакцинации подлежат граждане из группы риска – люди, чья профессиональная деятельность связана с дикой природой. Эпидемиологи отмечают, что доверие к профилактике в обществе возрастает. Если несколько лет назад добровольно вакцинировались несколько десятков человек, то сегодня о собственной безопасности задумываются сотни. Ежегодно у нас прививается около 500-600 человек, в том числе около половины детей. Инфицированные клещи выявляются ежегодно, и риск заражения реально существует. Врачи и эпидемиологи напоминают о недопустимости извлечения кровососущего самостоятельно. При укусе клеща обращение в больницу обязательно. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. К другим темам жалобы на несвоевременный вывоз мусора стали поступать от нюрнбергцев. В столице Южной Якутии представители администрации города и управления городского хозяйства провели рейд по местам скопления отходов. Обоснованы ли жалобы горожан, узнавала Александра Цибикова. Для выявления фактов нарушения вывоза твердых коммунальных отходов в течение дня комиссия объездила все улицы города. Сваленный мусор возле подъездов по улице Дружбы народов 13, переполненные баки у новостроек по улице Сосновая, в нескольких дворах по улице Чурапчинской и в районе улиц Карла Маркса и Аюнского. Не то чтобы там, все было захламлено, не об этом речь идет, а просто о том, что мусор вовремя не вывозится с мест сбора мусора, с контейнеров или там, при подъездных этих площадок. Это, конечно, достаточно серьезно осложняет жизнь в городе. Особенно это будет заметно уже в теплое время года. И такая антисанитария. Поэтому мы достаточно стараемся жестко отрабатывать с исполнителями
вот, чтобы они вот как-то вот свои функции выполняли в полной мере. Также по городу можно наблюдать мусор с торговых точек. В частности, некоторые овощные магазины утилизируют непригодный товар, а это помимо завала возле баков сильный запах от продуктов гниения в радиусе нескольких метров. Подобные свалки привлекают собак, а в скором времени, возможно, и животных из лесополосы. Со слов регионального оператора, не во всех микрорайонах города услуги по вывозу оказывает их предприятие. Имеются подрядные организации, которые согласно заключенных контрактов выполняют работы по сбору и транспортировки ТКО. На сегодняшний день имеется задержка вывоза с отставанием в 1-2 недели. Причина – у одного из подрядчиков вышли из строя 2 мусоровоза с боковой загрузкой, которые осуществляли вывоз мусора с площадок, где установлены контейнеры. Для того, чтобы ликвидировать этот небольшой грех, мы на сегодняшний день направили наш автомобиль. В частности, это микрорайон деревянной застройки. Сегодня он выполнит 2 рейса. После обеда транспортировщик пообещал нам снять машину с Сербора. После окончания вывоза мы направим также ее туда. И с завтрашнего дня Сахатехсервис предоставляет еще дополнительную машину с боковой загрузкой для того, чтобы закрыть этот вопрос. Как объясняет директор МУП «Переработчик», главной проблемой является минимальный сбор денежных средств. Так, за январь месяц выплачено менее 50%. Соответственно, региональный оператор не может в полном объеме оплатить услуги транспортировщиков за вывоз отходов. Отсюда и возникают, по его словам, проблемы с закупом запчастей ГСМ, что приводит к подобным срывам. Александр Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутии выведут улучшенный вид местного картофеля. В Якутской сельскохозяйственной академии начался первый этап выращивания качественных сортов картофеля. Отметим, что в прошлом году Агровуз выиграл государственный заказ Федерального министерства сельского хозяйства. Специально для селекции на базе создали лабораторию. Ученые отобрали лучшие семена от 21 сорта и посадили в пробирки. По словам научных работников, результаты исследовательских работ можно считать успешными. Примерно за 20 дней растения выросли на 80 мм и имеют ростки. Этим летом сотрудники планируют вывести сорта картофеля в теплицу. Целью нашей было создание исходного материала картофеля, безвирусных сортов картофеля для Республики Саха-Якутия и для условий наших вечно мерзлотных почв. Проблема в том, что наши сорта, они все, конечно же, местные, они тоже хорошие, но нужно селекционеру всегда вальсировать с болезнью, и поэтому нужно смотреть наперед, чтобы опережать болезнь, и поэтому нужно создавать новые и новые сорта. Мы назначили именно различного целевого назначения, в этом наш плюс, поэтому они нам доверили такое дело, и нам доверили освоить именно пока биотехнологическую часть. Туристов обязали сообщать МЧС о походах в горы. Нововведение касается организаций, индивидуальных предпринимателей в сфере активного туризма, туристов и групп, самостоятельно путешествующих по стране, в том числе имеющих в своем составе несовершеннолетних детей. Зарегистрировать свой маршрут можно на официальном сайте территориального органа МЧС, лично в управлении ведомства или отправив письмо почтой. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами.